Еще через год на реке Вилюй геологи обнаружили алмаз весом в 3 карата и еще несколько десятков мелких алмазов. Молодой минералог Бобков высказал предположение, что их источником является приток Вилюя, река Малая Батуобия. Самому Бобкову не удалось подтвердить свои теоретические предположения на практике. В августе 1953 года по пути на Малую Батуобию он трагически погиб, утонув в Вилюе. Его теория подтвердилась позднее. По следам погибшего минералога были найдены первые месторождения алмазов в Якутии. Через несколько лет в Мирном появилось шоссе, названное в честь Николая Бобкова. Однако 52 года назад название изменили. Мария Селезнева, почетный житель Мирного, вспоминает, этому способствовали опубликованные воспоминания Натальи Кинт о гибели Николая Бобкова во время экспедиции к Малой Батуобии. Через некоторое время возвращается вот этот геолог. Бобкова нет. Я спрашиваю, Кинт говорит, я спрашиваю, а где Коля? Да сейчас придет. И Коля до сих пор не пришел. Через несколько лет по просьбе жителей Мирного имя Бобкова присвоили другой улице, а шоссе, названное в честь революционера Сергея Кирова, сохранило свое название. В почетной стороне шоссе находится самое большое общественное пространство в Мирном – городской парк. Его площадь 32 гектара, что равнозначно 48 футбольным полям. 55 лет назад здесь простиралась тайга, обустройство парка началось спустя десятилетия. На этом месте был своевременно просто кусок тайги, который мы оградили и превратили его в городской парк. Постепенно он обживается, строятся детские площадки, очень красивые художники работают, детские площадки с резными скульптурными изображениями. Напротив парка уже больше 30 лет живет мирненец Максим Сороченко. В детстве он приходил сюда покататься на качелях и горке. Наши окна выходят как раз на сторону Кирова. Сейчас все заросло деревьями. Раньше они были короче, максимум этажа до 3-го. Все хорошо было видно и зимой, и летом. Сейчас, где выгуливают собак, на том месте раньше была стоянка для автомобилей дальнобойщиков. Они там на ночь оставались, ночевали. Также Максим вспоминает Мирнинский открытый каток. Он находился через перекресток от городского парка. 30 лет назад это было любимое место мирнинской молодежи. Здесь можно было сыграть в хоккей и просто покататься на коньках. После открытия катка во Дворце спорта «Кимберлит» он прекратил свое существование. Протяженность шоссе Кирова от улицы Вилюйской до Чернышевского шоссе 826 метров. Помимо городского парка здесь находится трест «Алмаз-Автоматика», торговый центр, магазины, а также двухэтажные деревянные дома. Мария Флоренс, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».